обеих команд. Усть-Алданская сборная вчера в 1/2 финала в настоящем триллере одолела сборную Мирнинского района. Очень такая хорошая победа. 2-2. С таким счетом закончилось дополнительное время. И благодаря 2 голам в экстра-таймах в исполнении Джулустана Пестрякова Усть-Алданский Улус вышел в финал. Что касается сборной Якутска, то вчера, конечно, у столичной команды был очень тяжелый день. Начался этот день с перенесенного четвертьфинального матча у команды Олега Михайловича Марченко. Якутск со счетом с Оленьком начал играть, с Оленек с Симулусом, и пошел дождь на этом корте. Пришлось встречу переносить в школу и там доигрывать эту встречу. И Якутск со счетом 4-1 победил. Потом уже в этот же день вечером Якутск в полуфинале играл с Мегино-Кангаласским Улусом. И со счетом 1-2 команда Олега Марченко победу держала и завоевала право выйти на паркет сегодня в рамках матча за золото. Ну, приступим к составам играющих команд. Представляет нам сейчас состав сборной города Якутска. Давайте и мы озвучим. Сборная города Якутска. Вратарь Никита Евтушенко, номер 19, полевые игроки. 22-й Александр Ефремов, 15-й Семен Кутырев, 10-й номер Дмитрий Покровщук, 8-й номер Александр Купряков, капитан команды, 14-й Николай Шарковский, 11-й номер Иван Калачиков, 17-й Алексей Кислицын, 5-й номер Алмаз Аконосов, 7-й номер Дмитрий Сердюков и 29-й номер Илья Чекир. Главный тренер команды Олег Михайлович Марченко. Ну, как вы видите по телевизионной картинке, столичные футболисты будут играть в белой форме. Ну и весь турнир в этой форме провели футболисты сборной команды города Якутска. Олег Михайлович Марченко на ваших телеэкранах. Ну и давайте перейдем к составу команды Усть-Алданского Улуса. Команда хозяев соревнований, хозяев поля, хозяев данной встречи. Усть-Алданский Улус, вратари. Первый номер Василий Лыткин, его коллега по амплуа под номером 19 Сергей Аманатов. 7-й номер Афанасий Федоров, 75-й Сергей Волошин, 17-й Джулустан Пестряков. 21 номер Андрей Иванов, капитан команды. Под 8-м номером на паркет выйдет Владимир Жирков. С девяткой на спине у нас будет играть Родион Иванов. 4-й Айтал Бурцев. 12-й Николай Савин. 5-й номер Буджул Пестряков. И 88-й номер Виктор Винокуров. Тренер команды Сергей Скрябин. Озвучил составы играющих команд и представлюсь теперь я. Для вас у микрофона буду работать я, Власий Сергеев. С большим удовольствием и интересом будем наблюдать за главным матчем данного турнира. Усть-Алданцы молодцы. Обе команды, на правах хозяев, да, Усть-Алданский Улус имел право заявить 2 состава, 2 команды. И обе сборные прошли отборочный этап и вышли в финальную часть турнира, где у нас стартовали 12 команд, разбитые в 4 группы. Ну и в плей-офф вышла 2-я команда, и в упорной борьбе она все-таки... не то чтобы покинула турнир, у нас тут все-таки это комплексное соревнование, спартакиада, поэтому разыгрывается не просто проиграл, вылетел со стадии плей-офф, у нас разыгрываются абсолютно все позиции. Но во всяком случае Усть-Алданский Улус, первый состав, вышел в финал. Вот вчера, конечно, извиняюсь, встреча получилась полуфинальная, напряженная, не знаю, сколько эмоциональных сил взяла эта игра у усть-алданцев, но, по крайней мере, по телевизионной картинке мы видим, что футболисты обеих команд настроены серьезно, они заряжены, они готовы продемонстрировать нам прекрасное действие в 2 актах, в 2 таймах под названием «Финал» турнира по мини-футболу в рамках 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Приветствие команд состоялось. Сессия рукопожатий тоже у нас завершается. Сейчас будет короткая жеребьевка. Разберемся, кто на какой половине поля будет играть, у кого будет мяч. И этот вопрос решают капитаны команд. Со стороны Якутска это Александр Купряков. Ну и капитан усть-алданцев Андрей Иванов. Сейчас здесь будет жарко, по-настоящему жарко. Вот хоть в названии этого замечательного вида спорта и присутствует слово, иностранное слово «мини»,
Но могу с уверенностью сказать, дорогие друзья, нас с вами ждет, с вами большая во всех смыслах игра. Команды настраиваются, но сейчас, конечно, я думаю, не тренеры, да, дают последнее наставление. Сейчас обычно в таких случаях заряжает команду лидеры, капитаны. Усть-Алданцы уже выводят свою стартовую четверку. У Якутска там настрой немножко, процесс настройки, да, длится дольше. Но я думаю, то, что сюрпризов не будет. Сейчас первые четверки выйдут. Мы по телевизионной картинке сейчас посмотрим. Ну, у Усть-Алданцев, да, вот Афанасий Федоров сейчас только что отправлялся в игровую зону. Это Айтал Бурцев сейчас вот на переднем плане по телевизионной картинке. Ну, кто у нас обычно еще выходил? Ну, Джилустан Пестряков. Четвертый вот. Ну и Сергей Волошин, конечно, четвертый. Как же я мог забыть. Так, и у нас у Якутска... у Якутска, смотрите, интересная такая четверка вышла. Чекир. Кислицына я видел. Само собой на воротах Никита Евтушенко. Также вроде Шарковский сейчас на поле, но посмотрим. Передача Пестрякова, удар сразу какой. Никита Евтушенко вступает в игру. Ух, какое начало, да? Резво начинает встречу хозяева поля. Ну и тут Никите досталось. Понадобится некоторое время для того, чтобы вратарь сборной города Якутска оклемался. Ну и видим повтор. Ну, от своего, что ли, мяч отскочил. Но тут Сергей Волошин еще стелился в подкат на добивании. Именно с этим действием у нас связано вот повреждение Никиты Евтушенко. Да, и заморозка потребовалась Никите. Никита еще со вчерашнего дня, кстати, вот что-то после столкновения за плечо держится. Видимо, есть какое-то повреждение. Очень, да, не хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то усугубилась. Смотрим встречу дальше. Финал турнира. Кислицын. Мяч уходит в аут. Аут в пользу усть-алданцев. Афанасий Федоров вводит мяч в игру. Ну, усть-алданцы, конечно, усилились, да, к этим играм. Подписали они, ну, так я говорю, да, подписали, как будто бы на клубном уровне, да, трансфер состоялся. На самом деле все это выглядит иначе. За 2 года до старта спартакиады, ну, игр, вернее, надо поменять прописку. Только в этом случае допускается игрок. Это согласно регламенту. И вот в таком процессе у нас был подписан в усть-алданскую команду Сергей Волошин, игрок мини-футбольного клуба ЛКС из Липецкой области. Между прочим, одноклубник Никита Евтушенко. Евтушенко тоже там играет за ЛКС. И в этом сезоне парни стали серебряными призерами чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Сразу 2 серебряных призера второго по силе дивизиона страны у нас сейчас на паркете в селе Барагонцы. Ну и, конечно, Джилустан Пестряков. Но он же сам родом из Намского Улуса. Он тоже по такой же системе был заявлен. Удар дальний. Джилустан Пестряков, ну, конечно, да, это серьезное усиление. Вчерашний вот полуфинал, да, вспомним. Дополнительное время Джилустан Пестряков сначала реализовал 10-метровый удар за 6 фолов. Ну, а затем поразил пустые ворота, поставив точку в этой напряженнейшей встрече. Ну и, конечно, сам состав усть-алданцев всегда был серьезным. Это Афанасий Федоров, лидер команды. Андрей Иванов, Владимир Жирков. Ну тут Айтал Бурцев. Ну это все ребята, которые играют на очень-очень серьезном уровне. Ну а Якутск традиционно привез, конечно же, тоже очень сильный состав. Тут, конечно, тоже не можем, да, мы сделать акцент на какого-то одного игрока. Досмотрим эту атаку. Афанасий Федоров разворачивается, ищет партнеров для продолжения атаки. Это кто у нас? Это Пестряков. Джилустан Пестряков может пойти в обыгрыш. И сейчас Сергей Волошин. Нет, не дошел до него мяч. В составе Якутска вот присутствуют, да, и ветераны, признанные ветераны, мастера мини-футбола. Это, конечно же, Александр Купряков, Николай Шарковский. Андрей Калачев сегодня, кстати, его заявки не видел. Вчера он был. Все предыдущие игры до вчерашнего дня он пропустил. Но вчера вот сыграл. Но сегодня в заявке я его не видел. На скамейке тоже
Но с этим разберемся позже. Ну, в общем, команда Якутска — это сочетание опыта и энергии юности. Но сейчас можно что-либо придумать. Смотрим. В обыгрыш идет. Это кто у нас? И это удар есть. Блокирует удар. Ну и молодые ребята. Алмаз Аконосов, Иван Калачиков. Да, вот есть и студенты, и выпускники Северо-Восточного федерального университета. Вот как раз Иван Калачиков. Он учебу, наверное, закончил уже. Он, когда я учился еще в юрфаке, за сборную юридического факультета играл. И недавно он отслужил. Смотрим, Сергей Волошин, удар в ближний верхний угол. И Иван Калачиков после армии, да, вот как я понимаю, после службы вот у него год уже идет. И вот, ну, может чуть больше, может больше, ну, по моим ощущениям, где-то год. И вот этот год Иван как бы скатывается обратно. Все-таки 1 год без постоянной практики. Это, конечно же, сказывается на игровой форме. И Иван Калачиков, как мы видим, попал в состав Якутска, во вторую четверку. И он активно играет и приносит пользу своей команде. Николай Шарковский просит Пестрякова немножко подождать. Завязывает шнурки Николай. Ну вот, да. Александр Купряков и Николай Шарковский вышли. Также у нас в составе Сердюков. Ну, смотрим, тут Александр Купряков будет прессинговать и вынудил, да, Жиркова вот сыграть так, именно таким образом, без риска. Просто мяч отправил Жирков в аут. Купряков, удар, гол! Счет открыт в этой встрече. Дмитрий Сердюков пробивает результативно. Празднуют взятие ворот футболисты столичной команды. Сейчас мы посмотрим на повторе. Разыграли здорово аут. Довели мяч до Дмитрия Сердюкова. И тот пробил сильно и точно. Ну что, пошла жара. 1-0. Дмитрий Сердюков выводит столичную команду вперед. И тут же ответ усть-алданцев. Ну, смотрите, какая борьба идет, да, штрафной. Но опять тут досталось Никите. Ну вот, смотрим, да, ну, проспали, откровенно проспали усть-алданцы. Потому что, ну, это же банальная ситуация. Аут, и сразу 2 игрока могли перехватить эту передачу, если не 3. И доходит мяч, ну, стоит у штрафной, да, Дмитрий Сердюков. Он даже это не набегал, он, в принципе, около штрафной стоял и просто сделал шаг и пробил. Это, конечно же, ошибка. Ошибка усть-алданских футболистов. Так, тут с повреждениями мы разобрались и сможем мы играть дальше. Травмированных нет. Обе команды вышли из группового этапа с первого места своих, чуть не сказал, квартетов. Нет, у нас в данном случае в турнире стартовали, да, 12 команд, которые были разбиты в 4 группы по 3 команды. Обе команды вышли с первых мест. Тут опасный момент, и Никита Евтушенко первый на мяче. Ну, как прошли команды плей-офф, я уже рассказал. Да, давайте мы обратимся к итогам групповой стадии. Якутск у нас вышел с первого места группы D. Со счетом 4-1 они обыграли Горный Улус и отправили 8 безответных мячей в ворота среднеколымской команды. 2 игры, 2 победы, 100% результат и выход в плей-офф. Усть-Алданский Улус, извиняюсь, со второго же места, да, вышли действительно с группы С. Подопечные Сергея Павловича Скрябина. Со счетом 3-5 они уступили в заречном дерби Мегино-Кангаласскому Улусу. Просто тоже огонь матч был. Все мы прекрасно это помним. И со счетом 9-1 они разгромили Нюрбинский Улус. И со второго места вышли в стадию плей-офф. Ну, ладно, озвучили мы итоги. И сейчас давайте полностью сконцентрируемся на том, что происходит на паркете. Покровщук будет вводить мяч в игру. У усть-алданцев, ну, почти, да, первая четверка. Родион Иванов, Андрей Иванов, Пестряков. Сейчас мяч, конечно же, это не Пестряков, а Андрей Иванов, конечно же. Андрей Иванов заработал, нет, мяч все-таки в пользу Якутска. Андрей Калачиков все-таки, да, он есть. Есть Андрей Калачев, извиняюсь. Вводит он мяч в игру, отправляет вперед, заряжает.
Но тут игровым снарядом уже владеют усть-алданцы. Прессингуют активно столичные футболисты своих соперников. Ну так просто пройти оборону Якутска не получится. Катают мяч усть-алданцы. Сергей Волошин. Ну, вот Сергей Волошин, как и говорил, да, выступает за мини-футбольный клуб ЛКС из Липецкой области, где, кстати, вот совсем недавно играли сразу 3 человека, которые тесно связаны с мини-футболом якутским. Ну, тогда вот Никита Рычков играл, Никита Евтушенко по сей день там, и Яник Самплей тоже там играл. Но смотрим, атаку усть-алданцев. Айталбурцев не лучшим образом обработал мяч, и пришлось, да, доигрывать этот эпизод. Сергей Волошин показал, что будет бить. И пытался пройти дальше, Покровчук не поверил. Ну и так вот, и Сергей Волошин выступает за ЛКС. И я думаю, всем он прекрасно знаком якутским любителям мини-футбола, так как с 13 по 15 годы в этот период времени Сережа играл за мини-футбольный клуб «Заря». То есть это практически, ну, наш парень, и он сегодня вот выступает за усть-алданскую команду. И что примечательно, да? И смотрим, опасный момент. И как не попадает с такой ситуации. Кто это бил? Сейчас разберемся на повторе. Опаснейший момент. Алмаз Аконосов это был. Якутск мог сейчас удваивать преимущество. Но повезло усть-алданцам. Якутск простил, в частности, если быть точнее, да, вот Алмаз Аконосов откровенно простил своих соперников. Ну так вот, Сергей Волошин вот играет за ЛКС, и у них точно такая же форма, как сейчас на усть-алданских футболистах. То есть, я как понимаю, это шаблон, да, который просто купили и ЛКС, и сборная усть-алданского Луса. Поэтому, я думаю, Сергей Волошин, наверное, на секундочку может подумать, что играет за ЛКС. Ну ладно, шутки в сторону, смотрим матч. Куприков тут отвоевал мяч, и тут с Афанасием Федоровым, да, спорят. Ну, Куприков был уверен 100%, что мяч в их пользу. Но нет, судьи решили иначе. Вот Волошин делает передачу направо. Тут у нас солнце немножко мешает. Я от комментаторской позиции нахожусь дальше, но это Пестряков был. Волошин хорошо делает передачу по центру. Получает обратно мяч Волошин. Сергей бьет. И на добивании Афанасий Федоров стелился в подкат, но не в темп, может быть, да, несколько вот не в темп сыграли футболисты, но все равно это очень опасно. И прекрасная возможность была у Афони счет открыть. Тем более, да, мы знаем то, что Афанасий у нас левша, и проблема, чтобы даже с острого угла, да, замкнуть, у него на самом-то деле вот меньше, чем могло возникнуть, меньше, чем у других, например, футболистов правоногих. Александр Куприков передачу делал по центру, Пестряков, нет, извиняюсь, Айталбурцев внимательно играл. Евтушенко подскальзывается. Я напомню, что у нас, вот, как вы видите, да, прекрасно сами, у нас площадка находится на открытом воздухе возле озера. И тут проходит дорога, и поэтому проблемы с пылью у нас есть. Но перед игрой, конечно, организаторы протирают, да, вот поверхность, но все же слой пыли какой-никакой, но слой есть. И поэтому вот у нас подскальзываются иногда футболисты. Тут в подкат играет футболисты сборной Якутска. Удар опасный. Дмитрий Сердюков. На дубль шел 7-й номер команды города Якутска, но выше ворот. Настоящая экзотика, да, у нас на этом турнире. Вот прекрасный фон. Красота природы усть-алданского района. Играем на свежем воздухе. Почему сегодня барабанов нету? И удар! Штанга! Добивание! Ну, Пестряков, конечно, да, от него всегда жди угрозы. Это человек, от которого прям ежесекундно исходит опасность. Ой, тут, конечно, аккуратно надо, потому что у нас за пределами паркета, да, вот это бетонное основание. Пусть и постелили тут линолеум, все равно как бы падать там опасно. Сергей Волошин разгоняет атаку усть-алданской команды. Чекир вступает в борьбу. Да, ну... Будучи любителем, да, мини-футбола, конечно, мне очень интересно вот в удовольствие вот, комментировать турнир, который проходит при таких интереснейших обстоятельствах, условиях.
Но, конечно, есть свои минусы. Вот, например, вчера, да, вот пошел дождь, и, ну, конечно же, на мокром паркете не будем играть. Пришлось переносить встречу, вот позавчера тоже. Поэтому Якутск вчера вот сыграл 2 игры в день. Это, конечно же, тоже очень сложно. Не знаю, как это сказалось на состоянии, физическом состоянии футболистов. Но тут речь же идет не только о физическом состоянии. Это надо стадия плей-офф, да и не к стадии плей-офф, например. Каждой игре надо отдельно готовиться. Удар! Афоня Федоров пробивал с левой своей любимой рабочей ноги. Плотный получился удар, мимо штанги мяч пролетел. Ну так вот, а надо же готовиться морально к матчам, то есть настраиваешься. И, например, это пришлось ребятам, например, банально вот настраиваться сразу к 2 играм в день. Вот, не знаю, вчера тоже, например, с Олегом Михайловичем Марченко не удалось, да, поговорить. Сегодня тоже что-то мы с ним не встретились. А так бы, конечно, я поинтересовался, безусловно, насчет вот того факта, что вчера команда сыграла 2 встречи. Ну, я уверен, что это в этом приятного, конечно, мало. Но, во всяком случае, смотрим, ребята из Якутска вышли на свежих ногах. На лицах мы видим, конечно же, запредельный настрой. Калачев пробивал. Андрей Калачев — это живая легенда якутского мини-футбола. Ну, информация для тех, кто, может быть, не знает. Андрей Калачев в нарушение правил. Афанасий. А тут Кислицына уронил. Ну, так вот, Андрей Калачев — это многолетний капитан и лидер мини-футбольного клуба «Заря». Сколько лет он провел? Ну, больше 10 сезонов точно. Я думаю, намного больше, порядка 15-14, где-то так, наверное. Знаменитая двоечка, 2-й номер «Зари». И потом он и за Ирбис играл играющим тренером. Ну, посмотрим, Алмаз Аганосов бьет! От Пестрякова или Волошина мяч уходит. Ну, неважно, угловой. Во всяком случае, угловой. Покровщук идет подавать. Так, ну тут бьющего предлагает, да? Есть удар или Ачекир? Ну и тут Афанасий, конечно, грамотно подставил корпус и проводил мяч до аута. Волошин вводит мяч в игру. Айталбурцев назад, и Кислицын коснулся мяча. Ну вот, это, кстати, новый хоккейный корт. Вот как раз за день до старта, до церемонии открытия игр, вот, корт уже, ну, основа, скажем так, да, корта, льда, конечно, нет. Основа корта была готова. И с Якутска привезли вот паркет, который у нас располагается в спортивном комплексе «Дахсон». И вот поставили ворота, организовали судейскую зону. И вот, собственно, наш спортивный объект готов. Ух, время как пролетело-то, уже меньше 8 минут остается играть. Это говорит о том, что действительно очень интересная встреча. Как 3 минуты. Ну, будто бы 3 минуты сыграли команды, но видим, что уже потихоньку близится завершению первый тайм. В атаке устилданцы. Назад отыгрывают. Передача на левый фланг не точно. Но я отмечу, что Якутск, вернее напомню, что Якутск является победителем турнира по мини-футболу последних спортивных игр, которые в 2019 году с небольшим опозданием вот прошли в Амгинском Улусе. Но опоздание было связано, как вы помните, с паводком. И тогда Якутск хорошо так до финала дошел и противостояла Якутску в финале команда Мегина Кангаласского Улуса. В ничью тогда сыграли 2-2. Якутск еще уступал по ходу встречи, сравняли. И дело дошло до серии пенальти, в которой весомую лепту, решающую роль, весомую лепту внес, сыграл решающую роль Никита Евтушенко. Тогда еще выступавший за «Динамо» Самара в Суперлиге. Никита отбил 2 удара 6 метров, а также реализовал решающий удар. И получается, подопечные Олега Михайловича Марченко защищают титул.
Джилустан Пестряков отправляет мяч вперед. Никита Евтушенко играет на выходе, роняет мяч. Ну, борьба была в воздухе. Звучит свисток. Это, видимо, нападение на вратаря, да? Или... Да. Усть-Алданцы набрали свое второе нарушение правил у усть-алданцев. Да, пошли в ход гуделки. Барабанов нет, но есть гуделки. Владимир Жирков хорошо сейчас на перехвате сыграл. Мяч по мячу сыграл и остановил атаку города Якутска. Мяч в игре. Жирков. И какая ошибка сейчас может стать роковой. Смотрим. Ефремов. Вот Ефремов, да, несколько замешкался, немножко замешкался, и атака захлебнулась. Прессингует Ефремов. Вот видите, вот как, да, все-таки приносят плоды вот прессинг-действия на протяжении всего турнира. И в частности, этой встречи мы видим то, что при прессинг-действиях вот вынуждают, да, соперника либо же ошибаться, либо вот играть, как говорится, от греха подальше, просто мяч выбить. И тем самым мяч переходит в твою пользу. Удар какой! Вот с этого ракурса было прекрасно видно, по какой траектории, да, после удара Кислицына мяч полетел по очень интересной траектории. Если бы в дальнюю 9 залетело бы, то это, конечно же, состоялся бы у нас гол-красавец настоящий. Аут. Разыгрывают подопечные Олега Марченко. Калачев отправляет мяч вперед. Но тут Покровчук потолкался с Виктором Винокуровым. И мяч выиграл. Ну, интересно, да, вот сейчас заброс такой с дальней дистанции. Покровчук без каких-либо проблем. Просто особо его никто и не напрягал. Вот, получил мяч и заработал аут. Ну что тут Андрей Калачев подскользнулся. Опорная нога, видимо, поехала. Не забываем о том, что у нас все-таки есть проблемы с пылью на паркете. Ну и на протяжении, да, всего турнира у нас тут было много падений, связанные именно с этим моментом. Но, во всяком случае, все при равных условиях, да, с этим не поспоришь. Погода сегодня пощадила, да, спортсменов. Впервые 3 дня у нас вообще тут выше 30 градусов. Вообще играть было очень сложно. Смотрим тот момент. Джилустан, нет, это Джилустан Пестряков, это Андрей Иванов. Категорично не согласен с решением судьи, очень эмоционально отреагировал. За разговоры, конечно, тут, я думаю, будет скидка, да, потому что с учетом того, что финал, напряженнейшая игра, я думаю, тут, конечно, судьи позволят более активно общаться с ними. Но посмотрим. Конечно же, нас ждет очень много борьбы физической, много споров. Будет, конечно же, ну, финал есть финал. Виктор Винокуров по мячу не попал. Покровчук, да, вот хотел вот эту хитрость маленькую провести, но в итоге мяч был перехвачен. Ну, Покровчук-то 5 метров не попросил, поэтому тут как бы все понятно. Он хотел, наверное, вот, чтобы мяч от него отскочил, да, и чтобы в аут или как-то вот реакцию судьи хотел вызвать. Опасную атаку чуть ли на ровном месте не привел. И последние 2 минуты, да, у нас уже стартовали. Последние 2 минуты, я напомню, идут в формате чистого времени. То есть с остановками. То есть останавливается игра, останавливается и таймер. Перехватили футболисты Якутска мяч. Ну, будет свисток? Нет, не будет свистка. Афанасий Федоров заряжал с левой, но мне кажется, вот на замахе, да, вот своей же опорной мяч немножко протолкнул вперед. Так, что у нас тут начинается? Не надо тут бутылки метать. Что такое? Ну, так себя на трибунах вести не стоит.
У всех своя работа. У футболистов надо играть в футбол, судьи судят, а болельщики, будьте добры, вот болейте, да, но вот без этих... Уважаемые зрители, запрещено кидать посторонних. Да, вот Алексей Адамов тоже делает замечания, но просто тут, конечно, надо держать себя в руках. Вот первые 3 дня тут жаркая погода стояла, просто вот тут просто пешком ходить было сложно. Сразу заливаешься потом и думаешь, да, как футболисты, ну не только футболисты, вообще в целом спортсмены, да, вот выходят, соревнуются, чтобы радовать любителей спорта, зрителей. 2 тайма по 25 минут, 35 попробуйте сыграть, дорогие друзья. Это даже с учетом того, что, ладно, давайте четверки менять там каждую минуту, да, но все равно это нагрузки просто колоссальные. Но сегодня вот погода пожалела, тут не такая сильная жара, и поэтому мы вот видим такие другие скорости. Вот когда жарко было, да, конечно, тяжко было высокую динамику держать постоянно. Борьба в воздухе, и момент надо доигрывать. Мяч, конечно же, тут надо сохранить. И смотрим, будет прострел ли в подкате, как стелится Айтал Бурцев. Остановил опасную атаку. И минутный тайм-аут берет Олег Михайлович Марченко. Завершается первый тайм. И, конечно, уважаемые зрители, есть. Попрошу поприветствовать присутствующих на матче уважаемых людей. На матче присутствует глава Усть-Алданского улуса Алексей Васильевич Федотов. Алексей Федотов, глава Усть-Алданского улуса, присутствует на матче. Об этом объявил диктор на арене и старший судья Алексей Адамов. Министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Ну и министр спорта республики Леонид Спиридонов также присутствует на матче. Первый заместитель министра по физической культуре и спорту. Ну, его первый заместитель Бугаев Александр Николаевич Бугаев. Кстати, недавно его назначили на эту должность. Ну, не знаю, месяц, наверное, прошел или чуть больше. Главный судья 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, главный судья всех игр Николай Цепандин. Ну, все спортивное руководство республики у нас присутствует на этой встрече. Прекрасно мы помним, что Николай Гаврилович также, Цепандин, да, являлся до недавних пор руководителем управления физической культуры и массового спорта. На этих играх он является главным судьей всех соревнований. Ух, показалось, да, вот с общего плана, что мяч в ворота залетел. Илья Чекир пробивал. Никита Евтушенко. И концовка первого тайма. Ну, усть-алданцы, конечно, сейчас всеми силами постараются сравнять счет. И, ну, чтобы выйти на второй тайм, как на первый, чтобы начать все с нуля. Чтобы во время перерыва вот забыть, да, про этот гол. Перерыв была команда Усть-Алданского улуса. Да, и, конечно, Сергей Скрябин берет минутный перерыв именно. До конца первого тайма 1 минута 5 секунд. Вот связанная с этой задачей, уверен, использует Сергей Павлович планшет. Ну, Сергей Павлович Скрябин, это, конечно же, человек очень видный в мире якутского футбола, якутского мини-футбола, якутского спорта в целом. Сергей Павлович Скрябин, ну, воспитал уже сколько поколений, да, футболистов. Вот игроки Барса не дадут соврать. Возглавляет он команду Северо-Восточного федерального университета, которая вот на протяжении уже длительного времени успешно выступает на самых престижных соревнованиях среди высших учебных заведений. Я говорю о федеральном проекте мини-футбол вузы. Выступает его команда там о самом престижном, самом сильном дивизионе. Это называется «Золотая лига». Ну, в этом сезоне, конечно, награды нет, но в предыдущие 4 года к ряду подопечные Сергея Павловича, именно студенты, они входили в число призеров. Ну и он на этих соревнованиях возглавляет свой родной район. Удар какой! Ну, Никита Евтушенко видел, да, этот удар. Наваливался в правый от себя угол, вытягивая руку.
Ну, сегодня, да, у всех что-то вот удары идут. Хлестко, и плотно пробивает и очень близки, да, Последняя с обеих минута сторон первого футболисты к тому, чтобы вот записать на свой счет взятие ворот. Афанасия Федорова прессингует сразу два игрока. Против Волошина тут Алмаз Аконосов. Так, ну тут руками, конечно, подыграл, да? Толкнул Алмаз Сергея. Город Якутск, первый фол. И нарушение правил. Так, ну нарушение правил же было. Да, будут вводить мяч в игру устилданцы. Мяч в поле удалось сохранить. Заброс в штрафную. Кислицын. Ну, не знаю, в мини-футболе, конечно, за шиворот, да, вот в аналогичной ситуации мяч отправить, это, конечно, задача сложная, потому что у нас ворота далеко не 3/7. Ну, в случае разве что, вот если вратарь вышел, но тут Лыткин был на правильной позиции. Пестряков шел в обыгрыш, аут. Ну, я полагаю, что остается совсем немного времени. Афанасий как-то себе вот мяч, да, пробросил не совсем удачно. И вот такая атака состоялась. Ой, тут Кислицын подскользнулся при попытке быстрого ввода мяча в игру. Арбитр просит отойти у солданцев на положенные 5 метров. Подключает Никита Евтушенко, но это, я так полагаю, что вообще у нас последние секунды остаются. Ну и Лыткин тут на всякий случай прыгал. Потому что тут у нас уже были голы, когда вратарь, да, стоит напротив солнца, мяч летит. Вот когда Асен Савин забивал, вот сейчас я не вспомню, да, сразу кому, вот через все поле мяч перелетел, и вратарь именно из-за солнца не смог вот поймать этот мяч. Потому что в последний момент вот, ну, по сути, он должен был сделать 2 шага назад и брать мяч. Но солнце сильно мешает, конечно. Ладно, первый тайм завершился с счетом 1-0. Впереди Якутск. Гол на счету Дмитрия Сердюкова. Вернемся в скором времени в эфир. Оставайтесь с нами.
Рак не случается вдруг. Следите за органами дыхания. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу. Также не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Это поможет своевременно обнаружить рак легкого. Выявление рака легкого на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями на коже. Опухоли кожи могут... Друзья, мы снова в эфире, и мы готовы начать второй тайм финального матча турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Золото турнира у нас продолжает оспаривать команда города Якутска и Усть-Алданского Улуса. Хозяева спортивных игр встречаются с действующим победителем данных соревнований. Напомню, что Якутск в 2019 году зашел на высшую ступень пьедестала, обыграв соперников из Мигино-Кангаласского Улуса. Начинается второй тайм. И давайте внимательно наблюдать за тем, что будет происходить во второй 25-минутке. Тут очень активно боролся Афанасий Федоров. Но свистка не было, надо играть. С двух попыток столичные футболисты выносят мяч в сторону ворот Василия Лыткина. Ну и давайте попробуем разобраться с составами. Да, у нас тут стартовые четверки. Стартовая четверка у усть-алданцев. Это, само собой, Афанасий Федоров, Сергей Волошин, Джилстан Пестряков. И кто у нас четвертый, пока не могу увидеть. Но сейчас я вижу то, что Пестряков хорошо накрутил Чекира. Делает передачу налево. Волошин. Так, у Якутска я вижу Андрей Калачев на поле. На воротах Евтушенко. Но вообще Якутск на этот турнир заявил только одного вратаря. Ну, Никита Евтушенко стоит. Один Никита, да? За двоих может сыграть, за троих. Кислицын, Андрей Калачев, Илья Чекир. Удар хороший, ух, тут еще добивание! Это Джилстан Пестряков. Ну, голевая машина. Голевая машина под 17 номером играет в Усть-Алданском Улусе. Но Пестряков, конечно, да, забивает и забивает, да? Сравнивает счет Джилстан Пестряков. С первым ударом Никита справился. Но вот со вторым в ближний бьет Джилстан. И видим, как на заднем фоне нервничает, да, Никита. Злится на себя. Но 1-1. Не смогли, да, вот сравнять счет. Я говорил о задачах, например, задача максимум, да, вот забей гол под занавес первой 25-минутки, выходи на второй тайм. Как на первый, да, вот все с самого начала, все с нуля. Но вот вышли на второй тайм и сравняли счет сразу. И сейчас усть-алданцы выбегают на опасную атаку. Иван Калачиков хорошо отобрал. И Покровщук. До него довели мяч и даже так. Настолько был хорош подкат, что атака прервана и плюс мяч переходит к усть-алданцам. Да. Действительно, игра достойная финала по накалу страстей, по вот качеству мини-футбола, по эмоциям, по всем статьям. Так, тут, когда подскальзывался, да, игрок Якутска, он ударил по ноге кого-то из усть-алданцев. Посмотрим, как сейчас судья решит. Ну, падал ли футболист Якутска впоследствии нарушения правил, и помогли ли ему усть-алданцы,
кому будет засчитан фол. Потому что вот Коносов тоже, падая, я успел заметить, что по ноге-то ударил. Ну вот. Ну, нарушение правил, да. Судья назначил фол в пользу Якутска. Покровщук. Нет, в этой зоне никого не было. Видимо, подразумевалось, что там должен быть Иван Калачиков. Но он уже... А, нет, это Ефремов, кто-то, я смотрю. Сильногабаритный игрок. Ефремов должен был быть там, но он сместился в этот момент в другую зону. Также у нас и смена в составе Усть-Алдана прошла. Виктор Винокуров появился на площадке. Купряков тут как отборолся. Ну, Купряков, конечно, да, может быть и не самый высокий игрок, но Купер на ногах стоит очень плотно и умеет бороться. С ним физическую борьбу вести, я думаю, сложно будет практически каждому. Со своей половины поля выходят усть-алданцы. Так, ну тут Никита будет первым. Активно поддерживают команду хозяев, любители спорта, которые собрались на корте. Даже, видимо, используется мегафон. Вот как в большом футболе, да, вот и на трибунах есть человек, который вот заряжает, да, эти кричалки. Так, ну тут Калачикова уже цепляли, после чего он еще и подскользнулся. Но нет, с одной стороны, конечно, хорошо, когда вот судья не свистит при каждом контакте, потому что в таком матче, в финале, я думаю, конечно же, лучше будет, если дать футболистам вот побороться, да, в рамках дозволенного, конечно же. Но вот не хотелось бы, чтобы темп игры постоянно сбивался. Удар Дмитрия Сердюкова после серии рикошетов уходит в аут. Напомню, что Сердюков-то уже имеет гол в этом матче. Он в первом тайме вывел команду города Якутска вперед. Прострел. Мяч мимо всех проходит. Мимо всех футболистов сборной Якутска. Атака усть-алданской команды. Удар! 2-1. 2-1. Вперед выходит команда хозяев. И это результативный удар делает капитан. Капитан усть-алданской команды Андрей Иванов. Ты как заряжает, да? Заряжает зрителей, заряжает своих футболистов, сокомандников. Вот смотрим на повторе. Ну тут, кстати, на Чекира же можно засчитать. Так, ну, не знаю, но пока запишем, да, то, что это гол Андрея Иванова. Потому что на повторе мы видели то, что мяч отскочил от Андрея Иванова, потом коснулся Ильи Чекира, потом залетел в ворота. Так, я вот вспоминаю правила, например, большого футбола, да? Например, если игрок бьет, мяч касается... ну да, на Андрея Иванова будет все-таки, я думаю, записан этот гол. Но неважно, 2-1, усть-алданцы выходят вперед. Это... Да, конечно, молодцы усть-алданцы, да, вообще. Две команды заявили, две команды прошли отборочный этап, две команды вышли в плей-офф. Основная команда дошла до финала, хотя были очень серьезные соперники. И в решающем матче подопечные Сергея Павловича Скрябина ведут в счете в игре с Якутском. Крайне интересно. Ну, меньше 17 минут остается играть, но если учитывать то, что последние 2 минуты у нас идут чистого времени, то эти 17 минут у нас превращаются где-то около 18,5, может, а может и 19 минут. Так что можно считать, что целый тайм у нас есть. Ох, какое столкновение! Свистка нет, играем. Ну, Якутску надо реагировать, потому что сейчас вот видим, да, вот в общем плане по телевизионной картинке видно, как заряжены, да,
кураж, вот, почувствовали вкус крови, как хотите, вот усть-алданцы прям заряжены. И сейчас вот надо столичным футболистам вот этот темп постараться сбить. И как-то попытаться предложить свой футбол, то есть навязать свой футбол. Может попробовать играть шире, не знаю. Ну, нет, это не мне судить. Олег Михайлович Марченко это сделает. Итак, смотрим, до Покровщика мяч доходит. Но все-таки не смог обработать мяч 10-й номер команды Якутска. Опасный момент! Сергей Волошин. Вот с фланга, да, угрожал воротам Никиты Евтушенко, но Александр Купряков. В последний момент мяч выбил. Итак, смотрим угловой у ворот Никита Евтушенко. Разыгрывает усть-алданцы. Есть удар какой мощный! Никита справляется. Афанасий Федоров вторым темпом. Вторая волна атаки. И перевешивает. Волошин перевесил. Но получилось так, что он перевесил и вратаря, и защитников, обороняющихся столичных футболистов. А вот футболистов Усть-Алдана там не оказалось. Калачиков отдает на Ефремова. Идет дальше, звучит свисток. Ну, как я понимаю, да, против Ивана Калачикова были нарушены правила. Парня просто вытолкнули из-за пределов не только игрового поля, но и вообще в целом за пределы паркета. Покровчук играет на Никиту Евтушенко, но вот сейчас может, да, начаться то, что, ну, хотя рано, конечно же. Никита Евтушенко при необходимости может играть пятого полевого. Вот, например, не проводишь замену, Никита просто выходит, может по центру ставить, может слева. Ну, преимущественно он слева, да, играл пятого полевого, мы видели на групповом этапе. Эту опцию, наверное, пока расчехлять рано. Тут острой необходимости нету. Времени вагон. У Якутска игра идет. Поэтому Никита будет выполнять свои основные, да, привычные функции. Айталбурцев скидывает на левый фланг. Тут с общего плана это Пестряков был. Нет, это не Пестряков. Это Жирков был. Ну, смотрим атаку Якутска. Есть прострел и удар. Не получился у Покровщика. Или он хотел сделать скидку. Но как-то вот коленом сыграл мяч. В итоге вообще назад откатился. Иван Калачиков идет в обыгрыш. Бьет. Да, чувствуется, да, что это финал. Алмаз Аганосов бил. Так, это у нас Покровщук делает передачу вперед. И тут Калачиков борьбу проиграл, но мяч все же у подопечных Олега Михайловича Марченко. Евтушенко. Редкий случай, да, когда вот Евтушенко делает неточную передачу. Вот Евтушенко вообще, да, на этом турнире уж точно вратарь, который... Ну, в принципе, он, наверное, сильнейший вратарь. Не зря же человек, да, играет в высшей лиге за серебряных призеров чемпионата России. Я хочу вот просто отметить то, что умение Никиты играть ногами. Это очень серьезный такой плюс для вратаря. И для команды в целом, потому что не надо мучиться, вот когда играешь 5 полевых с обратными заменами, просто вот, со скамейки говоришь: Никита, выходи. Никита выходит и играет пятого полевого. И опасный момент! И смотрите, что происходит! 3-1! 3-1! Владимир Жирков! Что творят усть-алданцы? Я просто не знаю, как это комментировать. Усть-алданцы на своем поле, на своем паркете забивает третий мяч. Владимир Жирков это делает. Ну что творит эта команда, да? Ну вот признайтесь, дорогие друзья, кто бы мог в начале турнира, да, предположить, что... Вот не говорю то, что Усть-Алдан недостоин финала, ни в коем случае. Вот просто спросите у себя, Усть-Алдан будет в финале, выйдет в финал и будет со счетом 3-1 вести во втором тайме в матче с Якутском. Нет, еще раз говорю, я не говорю, что Усть-Алдан не заслуживает финала, никоим образом. Я хвалю команду. 3-1 выигрывает у Якутска.
18 секунд. Что происходит на этом паркете? Вот Сергей Павлович Скрябин и его ребята сейчас, конечно же, вообще чудеса творят. Вообще, какая все-таки команда, да? Но сейчас, конечно, Олег Марченко активно дает наставления, установки своей команде. Вот потому что вы второй пропустили, что-то реакции сильной не последовало. Вот сейчас-то уже, товарищи, -2 у вас. Надо реагировать. Ну и видим то, что Никита Евтушенко сразу, вот то, о чем я говорил. Он будет слева играть. Так, смотрим. Давайте разберемся с расстановкой. 5 полевых у Якутска. Никита будет слева. Так, ну это очень интересно. И целых практически 11 минут мы еще будем наслаждаться финалом данного турнира. Никита Евтушенко играет слева. Так, ну был бы я на комментаторской позиции, просто поменяли, да, вот по телевизионной картинке только могу судить. Так, это Калачев у нас у флажка. А Чекир играет основание этой геометрической фигуры, этой схемы. Никита Евтушенко, Калачев, Чекир. Ну все, сейчас пойдут качели. 10 минут. Еще есть. Нельзя, конечно же, списывать со счетов Якутск. В мини-футболе отставание в 2 мяча — это не такое преимущество, которое можно вот сравнивать, да, вот в отличие от большого футбола. И смотрим. Так, Чекир также продолжает играть вот последнего игрока. Слева Евтушенко, справа Аконосов. У углового флажка на левом фланге Андрей Калачев. А вот справа вот мяч доходит до игрока. Я на общем плане пока не могу посмотреть. Покровчук вроде это. Аконосов, Чекир, Евтушенко. Калачев! Делал передачу на Аконосова. Никита вступает в отбор. И что будет делать Никита? Так, ну угловой же будет. Нет, отворот назначили арбитры. Волошин сразу отправляет мяч вперед. Ну, не знаю, неужели это с надеждой на то, что залетит в ворот? Нет, скорее всего, это был, конечно же, адресованный пас Пестрякову или Афанасьеву. Федорову, извиняюсь. И смотрите, какой момент. Ну, сместился он уже к центру. Так, Никита мяч сохранил? Нет. И надо бежать Никите обратно. Жирков. Падение. Звучит свисток. Город Якутск, второй фол. Второе нарушение правил. Да, и заметьте. Хоть у нас и идет, да, грязное время. Но, например, вот Жирков сейчас получил повреждение. Вот смотрим на повторе. Ну, коленом, да, правым коленом Илья Чекир зарядил в бедро Жиркову. Когда мышцы напряжены, то, конечно, подобный удар — это всегда неприятно. Болезненный удар. Ну так вот, я отмечу, да, еще раз. Вот, например, получил повреждение Жирков, ему понадобилось время, чтобы оказали, да, помощь, там, заморозку использовали и так далее. Арбитр показывает, да, хронометристу, что надо время остановить. Афанасий Федоров разыгрывает мяч, есть удар. Ну, я к тому, что у нас грязное время, не совсем грязное время, так назовем это. То есть, если пауза, вызванная, например, повреждением, она занимает, конечно же, больше времени, поэтому вот таймер они останавливают. Конечно, это правильно, правильно. Ну, или, допустим, например, у нас сколько тут? 3-4 мяча задействовано на корте у нас, все 4 улетят далеко. Тогда тоже будет время остановлено. Ладно, это все оставим. 5 полевых продолжает Якутск играть. Вот сейчас перестроились. Аконосов только что был вот последним игроком. Чекир занял это место. Калачев играет на... Покровчук уже сейчас там.
Ну и традиционно вот на этой позиции, да, поближе Никита Евтушенко играет. Хотя я помню, в Амге Никита Евтушенко играл в 5-го полевого. Вообще он стоял у... где вот сейчас располагается Калачев. Ну, видимо, в этом году наработали вот именно такое расположение. Ну и игра в 5 полевых — это, конечно, всегда риск. Сейчас ворота стоят пустые. Вот, усталданцы вот, да, здорово передвигаются. Мяч туда, игрок туда, мяч сюда. А вот тут немножко не успели, и можно что-либо придумать. Евтушенко получил мяч, сразу делает передачу на Калачева, который Калачев, ну, навес ли, удар ли, это не важно. В игру вступает вратарь, угловой удар. Евтушенко может пробить, у него с ударом все в порядке. Калачев! Бил с острого угла. Мяч сколыхнул сетку с внешней стороны. Заброс на правый фланг. Ух, тут. Почти удалось, да, Афанасию Федорову такую длинную, высокую передачу обработать. Итак, Покровщук. Никита возвращается на свою позицию. Чекир будет играть вот в последнего. Покровщук. Кто у нас справа? Оконосов. Похож на Оконосова вот, на общей картинке. Ай-яй-яй-яй. Передача в центральную зону. А получилось неточной. Калачев. Евтушенко. Да. Чекир на Евтушенко. Евтушенко сразу отправляет на Калачева. Ну, вот преимущественно, да, атакующие действия, а именно удары и попытки сделать передачу на забегающего игрока. Преимущественно у нас левым флангом проходит. Я говорю про команду Якутска. Сергей Волошин. Это не могу разглядеть, но по манере движения это Пестряков. Да, Пестряков. Евтушенко. Чекира, конечно, прилично так напрягали. О, кто-то. Джо Габонита в исполнении Афанасия Федорова. Здорово мяч подбросил в воздух, тем самым обыграв, да, своего соперника. И потом правила были нарушены. Так, это у нас третий фол у команды Якутска. Ну и Андрей Волошин. Нет, извиняюсь, конечно, Андрей Калачев очень активно обсуждал вот этот эпизод с арбитром. Ну, тут, я думаю, это по сути лишнее, потому что решение-то не отменят. Смотрим, Афанасий Федоров. Бьет Афанасий. Никита рядом. Никита Евтушенко рядом с Калачиковым встал. И тем самым образовав такую стенку из двух людей. Да. Интересно у нас. Матч идет, конечно. Да, посмотрим, что сможет предложить в ответ столичная команда. Я, конечно, не забегаю вперед, но вообще вот интересно, когда последний раз, да, вот побеждал не Якутск. Нет, выводы делать, конечно, рано. Ох, тут есть падение. Так, товарищи, 4-й фол у Якутска. Но если сейчас Якутск еще и на 5 фолах висеть будет, то это, конечно, очень сложно уже. 4-й фол. Так, тут, конечно, сразу за мяч, перед мячом надо становиться. Но тут нет.
в таком матче, в такой ситуации, конечно, строго по свистку будет разыгран мяч. Смотрим. Ну тут Купряков придерживал, да? Пестрякова. И нарушение правил. Так, смотрим, какую стенку ставит Никита. Один игрок, поднимаю, нижний, правую штангу кроет, чуть впереди. Еще один игрок, и сам Никита тоже рядом становится, да. Классическая такая стенка, еще раз. Также эта стенка работает. Так, ну тоже же можно же свистеть, нет? И атака проходит, пустые ворота! Сергей Волошин делает счет 4-1. 4-1. Это уже серьезная заявка. Серьезная заявка на победу Усть-Алдамского улуса в своем домашнем турнире. Сергей Волошин 4-1. Команды города Якутска забил игрок под номером 75. Сергей Волошин. Да, что с Якутском? Не знаю. Ну все, сейчас ребята пойдут, сломя голову вперед. До конца второго тайма 3 минуты. Так, так, Адамов сказал вроде, господин Адамов озвучил, это 3 минуты. Тут еще, давайте так, ошибаться, да. Ох, какой сейв! Николай Шарковский стелился, да, Минутный в таком перерыв подкате. за сборную Усть-Алдамского улуса. Ну вот ворота пустые, вернуться, не знаю, вот не успели, да. Сергей Волошин поражал пустые ворота. 4-1 и минутный перерыв. Ну, кто тут берет? Наверное же Олег Михайлович Марченко, да? Судя, ну, вообще по ситуации, по текущей ситуации, сейчас Олег Михайлович Марченко. Вот видим, да, Андрей Калачев активно использует планшет. Почему Андрей Калачев? Потому что Андрей, во-первых, это найдите человека, у кого столько багажа, опыта в мире мини-футбола. Сам Андрей Калачев практикующий тренер. Вот не могу я с уверенностью сказать, что он до сих пор играющий тренер в Вирбисе. Просто вот давненько, да, вот соревнования клубные я не смотрел. Но может, вероятно, с большей долей вероятности у нас Андрей до сих пор там же и играет, и тренерский опыт есть. И мы видим то, что Олег Михайлович Марченко, да, уступил право вот объяснить схему передвижений на планшете вот именно Андрея Калачева. Но Сергей Павлович Крямин, конечно, тоже дает наставление своим футболистам. Но ситуация, конечно, да, серьезная ситуация. Когда Якутск сталкивался с такими проблемами в последний раз? Но сейчас-то команда должна реагировать. Дальше продолжим в 5 полевых играть или как будет действовать столичная команда. Тут Шарковский цеплял Афанасия, но свистка не было. Напомню, что у Якутска уже 4 нарушения правил. Для тех, кто не знает, я отмечу, что по правилам мини-футбола за 6-й фол у нас назначается пенальти, ну не с 6 метров, а с 10. И за 6-й и за каждый последующий будет мяч ставиться на точку 10-метровую. Так, Якутск, ну, полагаю, что играет-то в 5 полевых. Да-да-да. Судя по тому, как передвигаются активно туда-сюда футболисты. И Илья Чекир сокращает отставание в счете. Илья. 4-2. Илья Чекир. Вот это финал, дорогие друзья. 4-2, и у нас веселая концовка, она гарантирована. 4-2, и смена в составе Якутска проходит. Сейчас, конечно, нужны свежие ножки. Посмотрим. Ну, тут, конечно, могут, да, возникнуть вопросы к Василию Лыткину. Но, не знаю, повтор, конечно, очень быстро. У нас все динамично идет. У нас финал. Так, и что у нас? 5-й фол. 5-й фол у города Якутска. Все. Столичные футболисты висят на 5 фолах. Нарушать больше нельзя. И смотрите, какой опасный штрафной. Ну, сколько тут метров? Это в упор. И стенка становится практически у штанги. И Никита тоже становится к этой стенке. Сердюков. И кто рядом? Ну, неважно, потом посмотрим. Ну, как допустили такое вот. Передача на левые ворота пустые практически были. Штанга спасла столичных футболистов.
Но тут прессингуют усталданцы, да, тут сразу в 5 полевых не пойдешь. Афанасий Федоров! Что они делают? Что они творят? Афанасий Федоров! Афанасий Федоров забивает еще один мяч. Просто почувствуйте эту атмосферу. Все, я думаю, сломлены столичные футболисты. Несмотря на мастерство столичных футболистов, но сейчас, я не знаю, задача стоит сверхсложная задача. Посмотрим, что они предложат в ответ. Но Афанасий Федоров сам себе все сделал. Мяч отобрал мяч, пошел, исполнил. Это еще какая задача? Вот выйди 1 на 1 и переиграть такого вратаря, как Никита Евтушенко. Тут штанга! Вот это финал! Мяч-то еще в игре, продолжать. Надо продолжать. Андрей Калачев тут развернуться. Нет, передача назад. В 5 полевых сейчас надо играть. Где Никита, я не вижу. Да, Никита прямо перед Лыткиным стоит. Так, будем разыгрывать 5 полевых. Смотрим. Ну, мне кажется, немножко, да, нервишки дергаются. Шалят, да, нервишка у Василия Лыткина. Ну вот, видим, у Чекира обокрал Афанасий, вышел 1 на 1 и обыграл такого мастера, как Никита Евтушенко. Продолжает Якутск атаковать в 5, атаковать. Уже язык заплетается. Чекир с убойной позиции бьет. Да, вот потому что предыдущий гол, да, вот Василий Лыткин там сыграл не совсем уверенно, ну, не знаю, потому что в предвкушении все находятся. Футболисты Усть-Алданского Улуса, конечно, это замечательная история будет, если завершится игра победой Усть-Алданского Улуса. Но не будем забегать вперед, матч все еще идет, о победителе будем говорить только после финального свистка. А до финального еще время есть. -3 у Якутска. Вернее, будет сказать, +3 у Усть-Алданского Улуса. Чекир. Калачев навес на Алмаса Коносова. Калачев налево. Евтушенко, ну, все правильно делал, все правильно. Вдоль ворот простреливал. Там, в принципе, был только один игрок Усть-Алданского Улуса. Но вопрос другой. Почему не было набегающего игрока со стороны Якутска? Евтушенко, вот не глядя, да, потому что по науке, да, должен был быть там игрок. Ну, думаю, видели, да, Волошин. Я не знаю, к кому он обращался, к зрителям, скорее всего. Поддерживайте активнее. Так, на таймере 11 секунд. Всего 11 уже. Ну, время тут тает. Ну, Чекир показывает, то, что дай мне пас, давай что-нибудь сделаем на последних секундах матча. И удар по пустым. Но это вынос, скорее всего. Да, последние секунды. Последние секунды матча. Тут все уже встают. Все на ногах. Готовы встретить чемпионство Усть-Алданского Улуса. Уважаемые зрители, покиньте площадку. Игра еще не завершилась. На скамейке вот уже видим танцы, подпрыгивают футболисты Усть-Алданского Улуса. Ну и тут все понятно, конечно. Тут последние секунды видим обескураженные, да, лица столичных футболистов. Ну, Якутск сегодня как-то сыграл, конечно, не лучшим образом. Не пошла игра, но и Никита уже поздравляет своих соперников. Да, решили не доигрывать последние секунды, потому что все ясно. Все, Усть-Алданский Улус чемпион, победитель турнира по мини-футболу, 8-х по счету спортивных игр народов республики. Вот такая замечательная история у нас в селе Барагонцы Усть-Алданского Улуса. 2 команды заявили хозяева соревнований по регламенту турнира. 2 команды прошли отборочный этап. 2 команды вышли из группового этапа. Хорошо проявили себя 2 состава. И первая команда Усть-Алданского Улуса дошла до финала и переиграла такую команду, как город Якутск. Это чемпионство, настоящее чемпионство, заслуженное чемпионство. И это победа, которой будут радоваться на протяжении долгих лет. Мы будем вспоминать этот матч еще на следующих спортивных играх. Мы будем говорить об этом матче все эти годы. И весь этот день, конечно же, будут праздновать все любители спорта, все жители Усть-Алданского Улуса. И, конечно же, футболисты Усть-Алданского Улуса, тренеры Сергей Павлович Скрябин. Мои поздравления, Сергей Павлович Скрябин, и вашим ребятам. Это был просто потрясающий матч, достойный финала. Да черт с ним, достойный финала высшей лиги России.
Мы увидели прекрасный матч, дорогие друзья. Напомню, что забитыми мячами в этой игре отметились Афанасий Федоров, Сергей Волошин, Джулустан Пестряков, Андрей Иванов, Владимир Жирков. У Якутска же взятие ворот провели Дмитрий Сердюков, Илья Чекир. Я думаю, стоит, давайте вот перечислим состав чемпионов. Василий Лыткин, вратарь. Его коллега Пампула Сергей Аманатов. Один из лидеров команды, 7-й номер, Афанасий Федоров. Сергей Волошин, 75-й. Привет Липецкой области. 17-й номер, Джулус Пестряков. 21-й, Андрей Иванов, капитан команды. 8-й, Владимир Жирков. 9-й, Родион Иванов. Айтал Бурцев, 4-й. 12-й, Николай Савин. 5-й, Буджул Пестряков. И 88-й номер, Виктор Винокуров. И этой мощной бандой у нас руководит Сергей Павлович Скрябин. Чемпионы игр. Золотые медали у них, серебро у Якутска. И Мегина Кангаласский улус, бронзовый призер турнира. Таковы итоги турнира. Нашего турнира я с большим удовольствием с первого до последнего матча наблюдал вместе с вами, дорогие друзья. Я надеюсь, что всем этот турнир понравился. Ну что ж, пришло время прощаться. Поздравляем еще раз Усть-Алданский улус, всех жителей Усть-Алданского улуса. С большим удовольствием для вас комментировал Власий Сергеев. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и до скорых встреч в эфире.